Вы все прекрасно знаете, что по поручению президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова Министерство экологии и природных ресурсов провело дополнительную экспертизу проекта завода по термическому обезвреживанию отходов. И экспертной группой в этом случае уже были независимые зарубежные эксперты, выступили. Об итогах вот этой экспертизы нам сегодня расскажет Шадриков Александр Валерьевич, министр экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. По традиции сначала мы предоставим слово нашему гостю, нашему участнику, потом он ответит на наши вопросы. Напоминаю, значит, у нас брифинг проходит в дистанционном режиме. Значит, каналы связи у нас ВКС. По видеоконференц-связи районы, журналисты, наши коллеги, которые присутствуют, значит, в администрациях городов и райцентров, они могут связаться по линии ВКС с нами, подав, значит, сигнал о себе, значит. И также у нас создан специальный чат для наших коллег-журналистов. В этот чат можно зарегистрироваться, аккредитовавшись в пресс-службе президента Республики Татарстан, и уже свободно там направлять свои вопросы. Сейчас у нас в чате около 220 наших коллег-журналистов уже зарегистрировались из различных республиканских и федеральных и муниципальных СМИ Республики Татарстан, которые работают в Республике Татарстан. Александр Валерьевич, тогда начнем наш брифинг. Слово вам, пожалуйста. Добрый день, уважаемые журналисты. Наконец, мы хотели бы сегодня отчитаться о той сделанной работе, которую мы проводили по поручению нашего президента, Рустама Нургалиевича Минниханова по проведению международной экспертизы по заводу термического обезвреживания твердых коммунальных отходов, который планируется построиться на территории Республики Татарстан. Но вначале, уважаемые журналисты, хотелось бы к вам обратиться и напомнить по той презентации, которую мы уже об этом рассказывали в конце 2019 года, и просто подвести к тому, почему именно пришли мы, почему мы обратились именно в Германию к нашим коллегам-министрам. Разрешите вкратце рассказать, напомнить по обоснованию термического способа обезвреживания твердых коммунальных отходов города Казани. Здесь мы показываем масштаб сегодняшнего образования твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан. Мы видим сегодня, сколько в год собирается, сколько ежесуточно, и, соответственно, постарались визуализировать данную проблему. Мы также видим, мы жилыми домами сравнили, то есть объем именно с величиной жилых домов. Далее мы также хотели здесь вам напомнить, захоронение твердых коммунальных отходов – это экологический тупик. Нарушение естественного ландшафта, изъятие из оборота земельных ресурсов. Мы показали 742 футбольных поля. Сегодняшний день составляет площадь всех объектов размещения отходов. Постоянное эмиссионное воздействие на атмосферу. Также мы показали здесь, свалочный газ содержит какие: метан, толуол, аммиак, ксилол, оксид углерода, диоксид азота. Полностью мы также отразили. Также проблемы свалочного фильтрата, экстремально высокие загрязнения атмосферы токсичными веществами во время возгорания. Также при пожарах на полигонах выделяется угарный газ, углекислый газ, синильная кислота и так далее. Мы тут тоже диоксины и дибензофураны тоже мы показали. Высокий уровень санитарной и эпидемиологической опасности свалок и полигонов. Тоже видите на экране. Когда в республике будут заполнены все полигоны такого, мы тоже сегодня показали, именно с теми темпами развития нашей республики и образования твердых коммунальных отходов, а также видим сегодня именно как заполняется. Также мы бы, опять-таки, визуализировать, в каком состоянии наши полигоны, соответственно, сколько тонн принимаются. Это Самансыровский полигон, это Малореченский полигон, Елабужский район, Нижнекамский район.
Ну и государственная программа Российской Федерации охраны окружающей среды в 2017 году было принято решение по строительству заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Термический способ обезвреживания твердых коммунальных отходов в европейских странах применяется термин именно термическая переработка муниципальных отходов. Мы отдельно тоже на слайд это выложили. И уже достаточно давно в этих странах реализуется концепция отхода в энергию, что и определило применение такой терминологии. В соответствии со статьей 1 Федерального закона об отходах производства и потребления, обезвреживание отходов – это уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств, сжигание и обеззараживание на специализированных установках в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. Именно отдельно хотели подчеркнуть, чтобы объяснить, что обезвреживание, именно это сжигание, это обезвреживание отходов. Далее. Не раз говорили наши противники строительства завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов, что Еврокомиссией принято там решение, что нельзя строить. Мы подняли это документ Еврокомиссии, соответственно, у нас взяли с собой, мы это тоже разместим на нашем сайте, что там непосредственно прописано. Мы туда разместим и оригинал, и перевод данного решения. Некоторые положения документа хотелось бы просто зачитать. В Европе нет переизбытка мусоросжигательных мощностей. Первое. Второе. Европейская стратегия должна быть гибкой, и в некоторых случаях энергетическая утилизация может быть предпочтительнее переработки. Третье. Поддержка энергетики, использующей энергию отходов, может внести положительный вклад в охрану окружающей среды и сохранение климата. И следует применять только самые современные технологии сжигания муниципальных отходов. И последнее. Рекомендуется ввести мораторий на строительство новых заводов по термическому обезвреживанию отходов и вывести из эксплуатации старые и неэффективные мощности только в странах, отдельно хотелось подчеркнуть, только в странах с высоким показателем доли сжигаемых муниципальных отходов. Именно это выдержки с решения Еврокомиссии. Что означает современная европейская стратегия обращения СТЭКО для Республики Татарстан? Также сегодня, вопреки заявлениям противников термического способа утилизации, сообщение Комиссии Европейскому парламенту, Совету, Европейскому экономическому и социальному комитетам и региональному комитету доказывают, что европейская рекомендация по ограничению ввода в эксплуатацию новых мощностей по термической переработке ТКО имеет отношение только к странам высокой доли сжигания ТКО и связаны не с желанием отказаться от этого способа обезвреживания ТКО, а определяются исключительно стремлением соответствовать так называемой иерархии приоритетных направлений при обращении с отходами в этих странах. В настоящее время в некоторых европейских странах доля термической обезвреживания ТКО составляет более 50%. В России это количество приближается к 1%. Здесь мы также предложили статистику, это мы собрали по всему миру. Там была проведена большая аналитическая работа. И мы видим, Россия, то, о чем я говорил, это компостирование, это переработка, это термическая переработка и сохранение также. Также мы работали с нашими финскими коллегами, министром цикличной экономики Финляндии. Они тоже нам предоставили свои цифры, информацию. Также мы видим на экране. Реализация концепции нулевого захоронения ТКО в крупных городах. Некоторые города уже подходят к нулевому захоронению. Мы также видим сегодня европейские города, те, которые уже к этому подошли. Перспектива термического способа утилизации. В 2010-2011 годах Еврокомиссией было одобрено строительство 6 новых объектов по сжиганию отходов на колосниковой решетке с суммарной мощностью 974 тысячи тонн в год. В настоящее время 5 из 6 заводов уже построено. И, соответственно, финансовые затраты мы тоже здесь отразили. В настоящее время в Литве дополнительно к действующим мощностям должны строиться и вводиться в эксплуатацию 3 новых завода по термической переработке отходов в энергию. Еврокомиссия в 2016 году выделила на этот проект грант в размере 150 миллионов. И знаменитый завод – это лыжный склон в Копенгагене, введен в эксплуатацию в 2017 году. Мощность 400 тысяч тонн.
Технология сжигания. Ну, аналогично это сжигание на колосниковой решетке. Мы также здесь показали именно технологию термического обезвреживания ТКО на колосниковой решетке. Это мы говорим сегодня о Hitachi Zosen Innova. Также мы тут историю тоже прописали, как она образовалась, в какие года и, соответственно, как эти компании сливались. Но самое главное, с 2008 года по 2015 год построено 458 заводов, из них 88% это сжигание на колосниковой решетке. Ну и также мы показали сжигание в кипящем слое и пиролиз и газификация. Как уже говорил, 458 заводов это колосниковые решетки. Всего в мире построено 1500 аналогичных объектов. Ну и мы видим, также вот мы тут показали статистику. Хотелось бы пройтись по некоторым странам. Это вот термическое обезвреживание ТКО в США. Мы также вот показали. Такая статистика. Мы всю эту презентацию также мы выставили ее на наш сайт. Можно более подробно ознакомиться. Отдельно хотелось бы подчеркнуть вот политическую поддержку термической утилизации муниципальных отходов в странах Евросоюза. Мы с вами видим от Германии, Великобритании именно высказывания, то есть именно заводов по термической утилизации. Примеры. Швеция, 1994 год, 460 тысяч тонн мощность. Токио, 21 завод по термической переработке именно в центре, в самом городе. Объемы также мы здесь отразили, объем переработки. Швейцария, 2006 год, 160 тысяч тонн. Это Париж, 460 тысяч тонн в 2007 году построили. Технологическая схема завода по термическому обезвреживанию, именно то, что мы говорим на колосниковой решетке. Дальше, как вот по диоксинам, так и по другим вредным веществам выбросы будут значительно ниже предельно допустимых концентраций. Мы хотели тоже это отдельно подчеркнуть. Вот здесь тоже хотелось бы немного остановиться. То, что по заводу, тот проект завода, который у нас планируется построить, мы получили государственную экологическую экспертизу в департаменте Росприроднадзора по Приволжскому федеральному округу. Также проект получил положительное заключение Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан о соответствии проекта обоснования расчетной границы санитарной защитной зоны по проектируемому заводу термическое обезвреживание ТКО. Хотелось бы также вот коллег из Германии, возглавляемым в то время Юргеном Триттоном, представителем партии «Зеленых», выпустил коммюнике под названием «Сжигание отходов. Потенциальная угроза». С ужесточением законодательства мусоросжигательные заводы более не представляют опасности с точки зрения выбросов диоксинов, пыли и тяжелых металлов. И это верно, даже несмотря на то, что мощности мусоросжигательных заводов по сравнению с 1985 года практически удвоились. Так, если в 1990 году треть всех выбросов диоксинов в Германии приходилось на мусоросжигательные, соответственно, сделали расчет. Мы тут хотели тоже визуализировать данный вопрос, но мы, соответственно, видим. Это, хочу просто зачитать. Благодаря введению новых технологий газоочистки выбросы диоксинов от термической переработки отходов снизились более чем на 1000 раз. Например, в Германии доля термической переработки отходов в общем объеме образования диоксинов снизилась с 33% в 1990 году до 0,7% в 2000 году. Источники диоксинов и димезофуранов. Мы тут также показали контролируемые источники и неконтролируемые источники. Мы с вами знаем, что такое контролируемые и неконтролируемые, мы также здесь прописали. Какие источники опаснее? Опаснее неконтролируемые источники. Низкая температура при горении, это, если мы говорим о свалках, когда свалки, к сожалению, у нас тоже горят до 600 градусов по Цельсию. Выбросы диоксинов и дибензофуранов в дымовых газах завода по термическому обезвреживанию примерно в 8000 раз ниже по сравнению с объемом выбросов 1260 градусов. И заводская технология строго соблюдается. Здесь можно не только контролировать количество диоксинов и дибензофуранов, но и управлять процессом.
Также мы здесь показали статистику. Суммарный выброс диоксинов всех заводов по термической переработке ТКО в Германии составил 0,5 граммов в 2000 году. При этом термическим способом было переработано 11 миллионов тонн ТКО. Это данные Министерства по охране окружающей среды Германии. Это из официального источника. Ну и, соответственно, также мы статистику дальше показываем. Также мы анализ сделали на примере юго-восточного региона Франции. Вклад отраслей именно в выбросы. Также мы видим, каков процент. И вклад сельскохозяйственных предприятий и центров термической утилизации ТКО в производство диоксиновых выбросов одинаковы. То есть как от сельского хозяйства, так и от самих заводов. Еще раз, это официальные источники. Что в действительности является источником диоксиновой угрозы? Объем выбросов диоксинов 0,46. Это Казанский завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Мы тут показали. И 100 грамм объем выбросов диоксинов от одного пожара на полигонах ТКО в течение 1-2 недель. Если пожаром охвачено уже хотя бы 150 тысяч тонн. То есть вот такая разница сегодня мы видим также на экране. И каков размер. Технологический расчет и расчетные значения по диоксину и дибензофурану. Тоже статистика имеется, тоже можно это взять на сайте. О чем говорят результаты научных исследований? Мы тут также обратились, как уже я говорил, повторюсь, что мы искали практики по всему миру. Мы тут отразили научные именно публикации Великобритании, Нидерландов, Италии, Испании, опять-таки Великобритании, и мы видим аналитику, это выводы научных исследований. При анализе 6 заводов по сжиганию отходов в Великобритании доказано, что наличие заводов по термической переработке отходов не приводит к повышению концентрации. При анализе 3 заводов по сжиганию отходов Нидерландов в течение 10 лет, не просто 10 лет анализировали, доказано, что концентрация ртути, диоксинов и тяжелых металлов в молоке и растениях, выращенных непосредственно рядом со заводом, еще раз подчеркиваю, рядом со заводом, это по 10 лет, еще раз возвращаюсь, 10 лет анализировали. Показали, также можно ознакомиться на нашем сайте. Часто у нас коллеги задают вопрос, существует ли связь между заболеваемостью раком и термическое обезвреживание ТКО. Это тоже мы взяли с официальных исследований. Американский научно-исследовательский институт опубликовал результаты масштабного исследования. Названы страны, где больше всего выявляются злокачественные новообразования. Мы с вами видим, в Дании на душу населения больше всего сжигается твердых коммунальных отходы. Мы видим, нет абсолютной корреляции. То есть данное свидетельство об отсутствии положительной корреляции. То есть это никак нельзя состыковать, сравнивать. И почему я хотел сегодня именно показать эту презентацию, напомнить коллегам-журналистам, дабы далее перейти уже ко второй части, основной части. Именно эта аналитика по всему миру, будем обращаться именно в Германию. И, соответственно, прошу включить презентацию. Напоминаю, что необходимость проведения международной экологической экспертизы проекта по строительству завода по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов в Татарстане было обозначено президентом Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым в рамках ежегодного послания Государственного совета Республики Татарстан 25 сентября 2019 году. На основании данного Министерства экологии и природных ресурсов РТ была начата работа по выбору зарубежных экспертов. При принятии решения ключевым стало количество функционирующих заводов на территории страны. На территории нашей страны действует. Государство является примером эффективного обращения с ТКО, а также примером получения от этого дополнительной выгоды. Завод производит электро- и
тепловую энергию. После того, как мы остановили свой выбор именно на немецких экспертах, мы сосредоточились на поиске опытных специалистов, международников, юристов. Огромную помощь и с протяжении многих лет сотрудничавший с правительством Республики Татарстан. По инициативе правительства Республики Татарстан был подписан меморандум о взаимопонимании и начата работа по организации встреч с экспертным сообществом. Именно вот с ним, с господином Нотхельфером, мы эту работу дальше проводили. В адрес немецких коллег за подписью президента республики были направлены письма. Мы также сканы сюда приложили, с какими министерствами мы работали, и также скан-варианты на немецком и также на русском языке. Еще раз повторюсь, данную презентацию мы обязательно сейчас выставляем тоже на сайт Министерства экологии и природных ресурсов. Министру охраны окружающей среды и ядерной безопасности Федеративной Республики Германии Шульц, затем Баварскому государственному министру по окружающей среде и защите потребителя Глауберу и министру по окружающей среде, климату и энергетическому хозяйству Баден-Вюртемберг Унтерштеллеру. Эти письма мы тоже, еще раз повторюсь, мы видим на слайде. Хочу отметить, что при первой же встрече с министрами Германии, это Баварии и Саксонии, коллеги искренне удивились, когда я обозначил причину визита. Это получение консультаций международных экспертов. Их поразило то, что на территории нашей республики нет ни одного подобного завода по термическому обезвреживанию отходов. Я их хочу дословно процитировать, что у вас нет ни одного завода, и это в современном-то мире. Еще раз, это дословно одного из наших коллег, я процитировал. К примеру, на территории Баварии подобных заводов 14. Население свободного государства насчитывает порядка 13 миллионов человек. Объем образуемых ими отходов за год составляет более 6 миллионов тонн. С информацией об обращении с отходами в Баварии вы можете ознакомиться на их официальном сайте. Ссылка также на данном слайде. В рамках нашей встречи с директором Государственного министерства по окружающей среде и защите потребителей земли Баварии, министр-директор, руководитель ведомства, доктор Кристиан Барт отметил, что за качеством выбросов жители наблюдают в онлайн-режиме. К слову, в 90-е годы у населения города Аугсберг возникло немало вопросов о строительстве нового предприятия. Сейчас безопасность и надежность завода подтверждена временем. Граждане пришли к единому мнению, что это единственное экологическое решение в вопросах утилизации и обезвреживания твердых коммунальных отходов. Уже будучи в Саксонии, я посетил завод по термическому обезвреживанию ТКО в городе Лаута. Убедиться в его безопасности мне предложил государственный министр по энергетике, защите климата, окружающей среде и сельскому хозяйству свободного государства в Саксонии, господин Вольфрам Гюнтер. Кстати, отдельно хотелось бы отметить, в правительстве Саксонии Гюнтер представляет партию «Союз-90» «Зеленые». Известную своей тщательно проработанной политикой в области охраны окружающей среды и здоровья населения. С работой Министерства Саксонии вы также можете ознакомиться, пройдя по ссылке. Завод в городе Лаута находится в непосредственной близости от населенного пункта в 300 метрах. Мощность предприятия составляет 225 тысяч тонн в год. Он производит шум не более 33 дБ. Это отдельно хотели бы отметить, когда норма 70 дБ, что соответствует российской норме для жилых помещений в ночное время. Отмечу, что на заводе используется тот же принцип утилизации ТКО, который предполагается у нас в Татарстане. Это сжигание на колосниковой решетке. Я повторюсь, на сегодняшний день большинство европейских предприятий используют именно эту технологию. Завод Лауте позволяет вырабатывать электроэнергию для населения. Кроме того, все результаты мониторинга также отражаются в режиме онлайн. Я в этом убедился лично. Контроль показателей ведется непрерывно по 12 загрязняющим веществам. Это диоксид серы, взвешенные вещества, хлористый водород, оксид азота, аммиак, диоксины и фураны, указанные в качестве эквивалентов токсичности, и другие. Образуемый в результате сжигания шлак, это около 60
тысяч тонн вывозится на рекультивацию свалок. По итогам обоих встреч немецкие министры предоставили нам список экспертных организаций, занимающихся подобным вопросом, а также предложили обратиться в некий союз, так называемую рабочую группу АТАП. Она ведет мониторинг всех заводов на территории свободного государства Баварии. Они же, в свою очередь, порекомендовали нам обратить внимание на двух организациях, это Müller BBM и LG, готовых провести экспертизу завода Татарстана за 2 месяца. Стоит отметить, что рабочая группа АТАП действует в интересах граждан. Я это отдельно хочу подчеркнуть. Именно в интересах граждан. Является оператором по изучению термической переработки отходов в Баварии. Цель компании – это безопасная и чистая утилизация отходов, экологически чистая термическая обработка ТБО. Вот верните, пожалуйста, слайд обратно. Именно это мы с сайта перевели, там так и написано. Партнеры граждан и экономики в вопросах обработки и переработки термических отходов. При выборе экспертных компаний мы предварительно определили для себя критерии, которые учитывали предложения министров, оценку рейтинга доверия компании АТАП, участие в аналогичных проектах заводов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов, количество проводимых экологических экспертиз в год, сроки выполнения работ, ну и, конечно же, профессиональную компетентность по заявленным республикой вопросам. Müller BBM – международная инженерная фирма, работающая с 1962 года. Компания имеет 13 филиалов в Германии, в Австрии и Швейцарии. Компания является лауреатом ряда государственных наград, в том числе в 2007 году награждена Баварской государственной медалью за заслуги в области окружающей среды и здравоохранения. Müller BBM имеет опыт в проведении нескольких тысяч прогнозов и оценки выбросов загрязняющих веществ от новых производств и реконструируемых объектов, подобных нашей, в числе которых имеются заводы по термическому обезвреживанию, свалки отходов, компостирующие установки, биогазовые установки, производство пенопластового стекла, литейные заводы и иные другие объекты. Кроме того, компания Müller BBM проводится экспертиза новых производств по заказу Федерального ведомства по экологии Германии, среди которых оценка возможного воздействия окружающей среды, выбросов и установок по сжиганию отходов и установок по производству энергии из отходов животного мира, используемых в качестве топлива. Компания LG – промышленная компания, целью которой является защита людей от воздействия окружающей среды и опасности на рабочем месте. Штат сотрудников состоит из специалистов в сфере химии, химической инженерии, машиностроения и экологической инженерии. Задачей компании является консультирование, проверка и оценка безопасности объектов. В среднем компания ежегодно проводится порядка 60 экспертиз различного промышленного оборудования, в том числе оценки установки для сушки осадка сточных вод, установка для сжигания биомассы, экспертиза литейных заводов, цементные заводы и многое другое. Как уже говорил, наша задача была по поручению нашего президента выбрать именно независимых экспертов. Министры экологии предложили АДАП, рабочая группа, которая именно также в интересах жителей Германии работает. И мы после выбора компании, то есть выбора экспертов, обратились к нашему президенту, ну и, соответственно, наш президент Рустам Нургалиевич Минниханов поручил дальше уже отработать именно по оплате социальным фондом, одним из социальных фондов Республики Татарстан. С ними также далее уже работали социальный фонд и эксперты отдельно, потому что мы финансовую часть, это как бы не наша работа непосредственно, наша задача была именно получить экологическую экспертизу с 2 нашими выбранными компаниями. Взаимодействие с немецкими коллегами велось непрерывно, ежедневно посредством видеоконференц-связи, а также переписок по электронной почте.
Предварительная международная экологическая экспертиза получена. И в завершение своего доклада мне хотелось бы зачитать вам некоторые выжимки из нее. Экспертиза от компании LJ. Экспертиза на основании европейских стандартов и требований. Отдельно хотелось бы подчеркнуть. С точки зрения технического эксперта, при выбранной технологии завода и при его надлежащем строительстве и эксплуатации следует исходить из того, что требования по выбросам согласно директиве Евросоюза соблюдаются. Строительство и эксплуатация завода в данном случае в связи с поставленными вопросами считаются допустимыми. Экспертиза от Müller BBM. Экспертиза на основании российских стандартов и требований. Что касается исследуемого объекта, то первые результаты показывают, что работа завода в Зеленодольском районе Республики Татарстан, первое, не превышает российский стандарт качества окружающей среды. Второе, не может спровоцировать вредные воздействия на окружающую среду или возникновение других опасностей. Третье, не может причинить значительный ущерб и вызвать заслуживающее внимания неудобства для общественности в целом и жителей по соседству. Я дословно зачитал то, что было прописано именно в экспертизе. Первые результаты исследований дисперсии воздуха показали, что дополнительная нагрузка загрязняющих веществ, вызванная заводом, очень мала. Абсолютно уровень расчетных концентраций загрязняющих веществ представляется очень низким по сравнению с результатами, полученными в ходе моделирования рассеивания воздуха на сопоставимых предприятиях. Низкий уровень концентрации загрязняющих веществ можно объяснить следующим образом. Высота дымовой трубы, высота трубы 98 метров над землей, довольно высокая по сравнению с высотой трубы аналогичных заводов. Второе. Метеорологические данные распределения частот, направление ветра показывает сравнительно широкое распределение направления ветра. Таким образом, нет доминирующего максимума концентрации на уровне Земли. По поручению нашего президента Рустама Нургалиевича Минниханова предварительная международная экспертиза проведена. Выбранные эксперты являются, еще раз хотелось бы подчеркнуть, являются независимыми и дают положительное заключение на строительство завода в Зеленодольском районе нашей республики. Спасибо, Александр Валерьевич, за столь подробный доклад, за интересную презентацию. Некоторые коллеги говорят, что первая часть она затянулась немножко, но тем не менее я считаю, что она была очень интересной, доступной. Проведена огромная работа, я бы даже сказал, это большой даже научный труд, где, что, как и организовано, и наши слайды, ваши слайды, они уже дают ответ на многие вопросы, на те вопросы, которые есть в обществе. Но, тем не менее, перейдем к нашим вопросам, которые поступили от наших коллег-журналистов. Первыми к нам обратились наши коллеги из электронного ресурса «Реальное время». Сразу скажу, что, возможно, вопросы будут повторять ту информацию, которую вы уже озвучили. Ну, раз вопрос есть, значит, к этой теме есть интерес. Если вы будете повторяться, я думаю, ничего страшного не случится. Так, значит, первый вопрос. Каковы характеристики планируемого производства термического обезвреживания отходов? При какой температуре предполагается сжигать отходы? Газ, который будет выделяться при сжигании, будет проходить какую-то еще очистку? И какая мощность завода, объем сжигаемых отходов в год, в месяц и так далее? Спасибо за вопрос. Я хочу, на самом деле, уважаемые журналисты, попросить прощения, что на самом деле по первой презентации мы затянули. Но, как уже говорил, именно подход, почему мы выбрали именно Германию. Поэтому я прошу прощения за то, что время ваше отняли. Ну и спасибо за вопрос. Разрешите сейчас приступить к ответам. Ну, как уже говорили, завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов, который планируется построить в Республике Татарстан, у нас технология на колосниковой решетке, температура сжигания до 2260 градусов. Именно это та температура, когда у нас
происходит полный распад диоксина. И по объемам сжигания, утилизации, это у нас 550 тысяч тонн и получение электроэнергии 55 мегаватт электроэнергии. Ну и также мы более подробно можем также и рассказать по самой технологии, если интересно. Но вкратце вот именно короткая характеристика данного завода. Имеются ли примеры подобных производств заводов такой же мощности, расположенных в городской черте в других странах? Да, вот я как раз вот я говорил, первая презентация, там все мы там отразили. Это у нас один из таких самых, наверное, имеющих большое количество. Это и мы пока показывали и в Швейцарии, в Лозанне, и показывали то, что завод в центре Парижа. Это и Гютерборг, Швеция. То есть очень много таких практик, где именно в центре города строится завод, дабы сократиться непосредственно и коммуникация, подводная коммуникация. Понятно, Япония, Европа – это достаточно плотность населения высока, не широкая Россия, так что в черте города или же в черте вблизи населенных пунктов расположение, она понимает. В той же Лауте, где вот мы ездили, там 300 метров от черты, от первого дома, который там расположен. Откуда планируется привозить отходы на это производство? Будут ли поставлять из других регионов или это только мусор, который будет копиться, собираться в Татарстане? Да, это часто задают наши противники по строительству. То есть, еще раз, в территориальной схеме по обращению с отходами Республики Татарстан четко указано, если, кто читал, что никаких завозов из других субъектов не планируется и расчеты там не учитывали. Это только все твердокоммунальные отходы, которые образуются только на территории Республики Татарстан. Значит, следующие два вопроса. Не знаю, насколько оно адресовано вам. У строительства завода есть инвесторы. Скорее всего, вопросы больше к ним относятся. Сколько стоит строительство такого завода? Из какого бюджета планируется направить на него деньги? И какие расходы потребуются на работу такого предприятия? Наверное... Как я уже говорил, Азат Ильдарович, финансовая часть – это не наша сфера. Сегодня наша задача была именно привести экологическую экспертизу, международную экологическую экспертизу, но из бюджета Республики Татарстан выделение денег на строительство завода точно не планируется. А есть у нас, как вы уже сказали, РТ Инвест, который планируется привлекать именно средства на строительство данного завода. Так, тоже вопрос такой. Будет ли получаться в результате сжигания полезная энергия и на какую сумму? Полагаете? Сумму не могу сказать, но мы, как уже говорил, одной из характеристик 55 мегаватт электроэнергии вырабатывается, и, соответственно, есть такое понятие, именно есть программа, это зеленый тариф. То есть по зеленому тарифу, соответственно, предприятия обязаны будут покупать данную электроэнергию на те, которые находятся рядом с этим заводом по термическому обезвреживанию. Так, сколько процентов отходов в республике планируется направлять на сжигание, переработку, захоронение? То есть мы стремимся к нулевому циклу. Мы задачу ставим, мы уже говорили, в своей презентации тоже показывали, что сегодня каков масштаб образования свалок, так скажем, полигонов ТБО. Соответственно, задача наша стоит, как многие города, европейские города, это нулевое захоронение. Если мы говорим о мощности завода 550 тысяч тонн, это максимальная мощность. 550 тысяч тонн. И совместно сейчас Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства в рамках и территориальной схемы с обращением с отходом, там все прописано. И это, еще раз, это один из основных документов, которые сегодня в Российской Федерации по обращению с такого. И также у нас в Республике Татарстан по обращению такого именно непосредственно у нас. Так, бизнес онлайн, уже следующую группу вопросов. Первые, два вопроса. Опять-таки тут повториться придется. Какая
компания провела и проведет международную экспертизу? Проводила ли названная компания аналогичные экспертизы? Почему им можно доверять? Вот я не раз в своем выступлении именно подчеркивал, что это независимая экспертиза. Еще раз. Министр Баварии, министр Саксонии предложили нам экспертов. Далее, чтобы для убедительности, мы также обратились к компании рабочая группа АТАП. Соответственно, они также нам список предоставили экспертных компаний, и у нас были совпадения, то, что предлагали министры, и то, что АТАП. Соответственно, исходя из этого списка, мы выбрали именно 2 экспертные компании, с которыми мы дальше работаем. Почему Германия, я уже говорил. То количество заводов, которые сегодня существует в государстве, где по размерам где 47 раз меньше, чем наша Российская Федерация, наша страна, Германия, и, соответственно, именно как высокий уровень организации обращения с твердых коммунальных отходами. Поэтому была выбрана Германия. Спасибо. Так, следующий вопрос от Бизнес Онлайна. Как сейчас министерство выстраивает отношения с противниками строительства завода? И как активисты предлагали организовать новое общественное обсуждение, наладить диалог между общественностью и инвесторами завода, организовать новую государственную экологическую экспертизу, поскольку предыдущий проект им не был предоставлен. Какие из этих предложений Министерство экологии готово рассмотреть сегодня? Мы не раз с противниками строительства завода мы не раз встречались, мы открыты, Министерство экологии открыто, дальше готовы встречаться. Никаких, если только мы всегда призываем к конструктивному диалогу. То есть вопросы, вопросы должны быть подготовлены, не напридуманные еще раз. Вот как мы говорим по решению Еврокомиссии, да, я прошу апеллировать документами. Если есть такие вопросы, то нужно обязательно ссылаться на официальные документы. Мы готовы встречаться. Так, значит, вопросы от информагентства Татаринформ. В Российской академии наук не поддержали технологии Hitachi Zosen Innova и пришли к выводу, что они неприемлемы для России. Насколько обоснованы такие выводы, по вашему мнению? Я по поводу этого разговаривал с членами, директорами институтов Российской академии наук. Это субъективное мнение одного человека. И они были очень сильно возмущены, что они захватили целую академию наук именно субъективным мнением одного человека. То есть, я считаю, они сами сделают выводы Российской академии наук, что именно ссылаясь на целый, еще раз повторюсь, Российской академии наук, было сказано такое, средства массовой информации была такая дана информация. В целом, еще раз, мы обсудили полностью высказывание данного ученого полностью детально с директорами институтов Академии наук Российской Федерации. То есть много что там, напридуманное, и дальше там, я думаю, они сами сделают выводы. Российская академия наук сами сделают выводы по данному обращению в СМИ. То есть мнение одного ученого, одного эксперта, это еще не означает мнение целой академии? Это дословно. Они, как сказали, это субъективное мнение одного человека, а не Российской академии наук. Значит, следующий вопрос. Активисты утверждают, что выбросы от российских МСЗ будут в разы больше, чем от их европейских аналогов. Так ли это и какие выбросы будут у заводов в Татарстане? Вот опять-таки, откуда это мнение сложилось, в первую очередь, да, и какими расчетами у них подтверждаются их высказывания. Но мы же сегодня четко должны с вами знать, те эксперты, которые нам сейчас делают, германские наши коллеги делают аналитику полностью, расчеты, они полностью, то есть мы каждый день направляли дополнительную информацию, то есть это обоснованно расчеты математические, там полностью, это все полностью делается расчеты. Противники строительства завода, на основании чего?
у них данные высказывания. Так, следующий вопрос. Greenpeace считает, что из-за МСЗ будет увеличено производство неперерабатываемого пластика. Возможно ли такая проблема и как с ней будут справляться? А на основании чего тогда Greenpeace сделал выводы? И где расположен центральный офис Greenpeace, мы тоже с вами знаем. А почему тогда в тех европейских странах сегодня строятся заводы по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов? То есть я готов с ними тоже также встречаться, обсуждать, на основании чего у них данные высказывания. Ну, если сказал, значит, нужно обосновывать какими-то расчетами. Готов посмотреть их расчеты, коллегами вместе, соответственно, пересчитать в сегодняшний день полностью те твердые коммунальные отходы, которые у нас образовываются. Ну, тем более, эти расчеты Министерства строительства уже в свое время были сделаны. Что будут делать с токсичными шлаками и золой, которые образуются от сжигания мусора? Сегодня отходами отвечает Росатом. Соответственно, первый-второй класс, мы с ними также сейчас активно работаем. Мы с ними подписали пилотный проект по российской, ну, в целом Российской Федерации, это с Татарстаном. К примеру, вот первый-второй класс опасности мы сейчас начали заниматься по ртутным лампам. То есть, чтобы они в перспективе не попадали за завод по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов. Также мы, например, токсичные отходы, это мы считаем и батарейки. Мы сегодня подписали, Руслан Нургалевич подписал с компанией Duracell Russia соглашение, где Duracell собирает, ну, мы собираем совместно с муниципалитетами, образовательным учреждением совместно, и Duracell забирает эти батарейки на переработку, для того, чтобы они не попадали на перспективу, ну, и на завод, ну и на полигоны. То есть эта работа сегодняшний день ведется. Ну, я думаю, к моменту завершения строительства раздельный сбор твердых коммунальных отходов еще больше будет на лучшем уровне. По зола и шлак, по шлаку, вот как мы видели, тоже это было. А по золе сегодня вот именно с РТ Инвест прорабатывает проект по остеклению, то есть по пиролизной, установку пиролизной переработки золы. То есть это будет остекление, и, соответственно, оно перейдет в 5 класс опасности. Так, значит, следующий вопрос, насколько вы тоже сможете на него ответить, когда, раз у нас есть положительная экспертиза, когда начнется или возможно начало строительства завода? Как уже было сказано нашим президентом Рустамом Нургалевичем Миннихановым, что пока мы не получим международную экспертизу, соответственно, завод не будет строиться. Соответственно, положительная экспертиза получена. Этот этап мы прошли, да. Сейчас уже начинается следующий этап, там подготовительный. Самое главное, мы задачу также ставили над экспертом. Вот один из итоговых вопросов: по итогам анализа документации определить допустимость реализации объекта. То есть это был итоговый вопрос к экспертам LGI и Miller BBM. То есть они сегодня говорят, что итоговый анализ документации определяет допустимость реализации данного объекта. Самое главное. Так, и следующий вопрос, связанный с этим, можно также сказать, дадут ли активистам или будет ли доступна общественности проектная документация завода и вот результаты данной международной экспертизы, то есть где, когда, как со всеми этими документами любой житель Татарстана, любое заинтересованное лицо может посмотреть, оценить, узнать. К сожалению, наверное, не все жители нашей республики не смогут понять, что за этот документ, потому что там на самом деле сама технология и далее, она на самом деле очень сложна для всех. Это нужно быть большим специалистом, профессионалом.
Но сегодня мы это обсуждали, сегодня также мы обсуждали с РТ Инвест, то есть они готовы предоставить данную документацию именно по заводу термическое обезвреживание твердых коммунальных отходов в Республике Татарстан. И я думаю, дальше уже с РТ Инвестом нужно просто на диалог, они, думаю, готовы. Ну, тут, получается, вы уже ответили на этот вопрос. Опять-таки, бизнес онлайн тоже самое практически спрашивают. И как активисты заявляют, что АГК-2 по-прежнему не передает проектную документацию на МЦЗ, несмотря на решение суда. И какова позиция? Позицию вы уже озвучили. Я читаю бизнес онлайн. Я помню вот эту статью, когда судебные приставы хотели передать противникам строительства данного завода, но, как я понял, никто, в той же статье было отражено, что никто не пришел за этими проектами. То есть на сегодняшний день... То есть интересен не сам документ, а движуха вокруг этого документа. Получается, да. Так, какую ответственность несут международные эксперты в случае ошибочных их выводов? Я так понимаю, эксперты это мирового уровня, и их репутация это их основной капитал? Это, да, они очень дорожат, в первую очередь, своей репутацией. Но мы с вами говорили, когда их предлагают министерство, два министерства, потом предлагает АДАП, компания, рабочая группа АДАП. И сегодня та работа, которая проводится ими, это, например, опять-таки, Миллер ББМ более нескольких тысяч экспертиз проводит, и с 1962 года с такой историей она точно свой имидж, наверное, портить не будет. Они дорожат очень своим имиджем. Ну и, соответственно, также компания LG, которая в год делает 60 экспертиз, также больших именно промышленных предприятий, именно как воздействие на окружающую среду, на воздействие на здоровье людей. Поэтому я думаю, они очень трепетно относятся к своему имиджу. Так, сразу два издания, два СМИ задают в унисон один и тот же практически вопрос. Это «Коммерсант» и «Бизнес онлайн». Значит, сколько стоила экспертиза и из какого социального фонда она оплачена? Непонятно про социальный фонд. Поясните, пожалуйста, это он оплатил, получается, экспертизу. Зачем нужен социальный фонд? Я думаю, сегодня вот я являюсь руководителем Министерства экологии и природных ресурсов. Передо мной стояла задача именно получить экспертизу у международников, независимых экспертов. Финансовую часть, как я уже говорил в своем выступлении, еще раз, наверняка, каков итог экспертизы, а не сколько и кто оплатил. Я думаю, более подробно мы можем лучше рассказать про экспертизу, чем про остальную часть. Так, казанский репортер спрашивает. Спасибо за детальное обоснование выбора экспертов. Хотелось бы еще раз уточнить, чем все-таки обосновано место размещения завода и его мощность? Мощность определена, исходя из того ТКО, который образовывается в нашей республике. А место расположения – это расчеты, те, которые проводились, учитывалась эрозия ветров, учитывалась логистика и так далее, и так далее. Мы полностью можем вам предоставить также на сайте, вот то, что мы также, вот мои коллеги здесь записывают, более подробно, мы уже говорили, это более подробно мы также выложим информацию на сайт. То есть определены, мы с вами знаем генеральный план строительства города Казани, который уже определял в свое время, куда, в какую сторону строятся промышленные заводы, промышленные предприятия. Спасибо. Так, уважаемые, у меня вопросы, которые поступили на наш чат, уже закончились пока, но мы еще можем подождать, у нас по регламенту еще 5 минут есть. Я хотел бы обратиться к оператору связи. Оператор связи УКС, есть ли у нас вопросы с районов республики? Вопросов из районов не поступало. Так, вот тут Лилия подсказывает небольшое ваше мнение, вашу позицию на татарском языке для татарских изданий и для татарских средств массовой информации о той теме, которую мы сегодня сейчас здесь обсуждаем. Да, пожалуйста. Так,
қысқарына татарша айтып кетмей келейін. Деген кезде біз сіздің алдында, қадірлі журналистлар, сөйлеп бердік экспертиза несі қоздырғаны біздің чек елден привлекает экспертларына Германиядан. Екі экспертный компания біздің, бұл LG и Miller BBM. Деген кезде шул компаниялар предварительный экспертизаны берділер, что біз шул заводны біздің Татарстан территориясында тізіп болады деп. Тағында бір общественный организация аттап. Ол да бізге шул экспертный компанияларға көрсетті деп болады, что олар біліншілер әшілі болады деп, шул списоктан, зур списоктан. То есть министрларда, Бавария министрі, Саксония министрі, біз бәйінкені аларның мнениялары келе, и біз шулар арасынан сайлап алдық екі компанияны. Қасылар білем, бәйінкені біз бәйінге кені әшіләдік, зур. Аларды қысқа сұрықта зур үшіні әшіләділер деп саны ойлым. И бұл бәйін дәл подробнырақ біз сізге анары тағында сайтада біз бұл экспертларының да көйірбіз сайтқа, біздің Министерство экологияның сайтына брифингтансын, анда оқып аласыз. Так, еще раз мне тут на татарском, что ли, этот вопрос? Ну, я этот вопрос задавал, и Александр Валерьевич уже отвечал, когда все-таки начнется строительство МТЗ. Это уже вопрос к строителям, вопрос инвесторам. Министерство экологии – это ведомство, которое отвечает за соблюдение экологии, за ту часть, которая, так скажем, связана с экологией этого большого проекта. И вот этап организации, что требовали у нас активисты, этап международной экспертизы, он завершился. Первые результаты мы уже сегодня объявили. Вот у меня возник вопрос, может продолжение, насколько оно реально, я не знаю. Сможем ли организовать прямое общение вот с этими международными экспертами в ближайшее время, в ближайшие недели? Ну, я понимаю, что требуется и с ними связаться, обсудить, когда они смогут. То есть какой-то там формат вы определите сами, с участием министерства, с участием этих экспертов, возможно, журналистов, возможно, инвесторов, возможно, получается формат некого круглого стола, чтобы опять-таки обсудить этот вопрос не через вас, не через министра, не глазами, не устами министра, а уже, возможно, было общение уже напрямую, без посредников, с этими экспертами и уже активистами, и инвесторами. Возможно ли такое общение и готово ли министерство оказать такое содействие? Я услышал. Давайте я тогда немного возьму время, я переговорю с нашими экспертами, которых мы привлекали. Да, действительно, там будут состыковаться две компании, и в каждой компании несколько экспертов, то есть в режиме круглого стола. Тогда мы податься, тогда определимся. Сейчас вот онлайн-технологии, в принципе, это позволяет, даже не выезжая на место, нет обязательств, чтобы они сюда приезжали, но это нужно обсудить и с техническими специалистами, и самое главное, чтобы наши эксперты могли, как говорится, их свести в удобное время, в удобный день. То есть это, в принципе, реально, и не исключаем, что такое общение состоится, надеемся. Мы тогда задачу поняли, мы обязательно для наших уважаемых журналистов все это мы организуем, ну и чтобы они воочию могли уже сами видеть экспертов и сами лично задавать вопросы нашим экспертам. Да, здесь там группы, еще раз подчеркиваю, это группы экспертов, каждый по своему направлению, как мы говорили уже, тут перечень вопросов очень большой довольно-таки, и по каждому вопросу там они привлекали разных экспертов. Тогда, дадите, если мне время, я сейчас с ними переговорю, чтобы их посадить в одно время на один, чтобы они могли ответить. Тогда более
позже мы вам доложимся по дате и по времени по встрече с экспертами именно Müller, BBM и LG. Спасибо, Александр Валерьевич. Мы даже, в свою очередь, можем предложить нашу площадку, возможно, даже на нашей площадке. Или же нашим коллегам предлагаем следить за нашими новостями, за нашими анонсами, за анонсами Министерства экологии и природных ресурсов. И в завершении нашего брифинга хотелось бы наших коллег поздравить с Днем татарстанской печати. Наверное, присоединиться. Опередили вас, Эльдарович. Да, пожалуйста, слово вам. Да, дорогие наши уважаемые журналисты, мы всегда к вам обращаемся, и вы всегда даете объективное ваше видение, объективное мнение, и всегда доводится именно до наших жителей, до населения, и всегда помогаете в решении очень довольно-таки серьезных вопросов. Это работа и с предприятиями, это с предприятиями-нарушителями, это именно работа с активистами. Конечно, вам слова огромной благодарности за вашу поддержку, и вот за нашу совместную работу, и, конечно же, за наш совместный результат. Бигзу рахмат сізге оңаушылар тілеймін, чтобы ойлаган ойларыңыз бүтінсі тұрмышқа кіріп барсан. Что хочу пожелать вам удачи, и чтобы сопутствовал вам везде, во всех ваших начинаниях. Ну и, конечно же, творческих успехов, чтобы ваши именно сюжеты, ваши статьи, они всегда находили актуальность и находили читателей. Бигзу рахмат сізге профессионал бәрәм белән сезне. С профессиональным праздником. Спасибо, Александр Валерьевич. Спасибо, уважаемые коллеги. На этом завершаем наш сегодняшний брифинг. Как говорится, надеемся, в скором времени мы уже будем встречаться не онлайн, а офлайн, уже непосредственно с вами. Но все ждем это время. Надеемся, это время скоро наступит. Так что всем здоровья, берегите себя и своих близких. До скорых встреч. Ну, пока, наверное, онлайн формате все-таки. Спасибо. Рахмат Бигзур сізге. Спасибо большое.